Всем привет! Сегодня у нас 11 января. Якутск. Вечер. Потепление. Смотрите, как ясно стало. Тумана нету. Минус 35 градусов. Мороза. Это улица Орджоникидзе. Ну, здесь, как обычно, пробки у нас. Вот это, наверное, сейчас самое здесь напряженное в городе место. Вот этот перекресток. Сейчас мы к нему подходим. Это улица Кирова и улица Орджоникидзе. Вот здесь вот Туймада центр. Торгово-развлекательный комплекс. Так, у нас праздники-то, по сути дела, все кончились уже. Остался только китайский Новый год. Ну и старый Новый год, да? Поэтому... Ну вот сами смотрите, какая ситуация. Сколько машин, сколько транспорта. Здесь сейчас ездит у нас. Тут вообще пробка какая-то. Вот тут даже люди стоят. Вот. Настолько у нас тепло стало, что даже вот люди стоят. Здесь стоят на этом пятачке. И что-то даже стоят на морозе. О, собачка. Ты где такая? Откуда вы? Одинокая собака бегает. Так, ну что, давайте погуляем, просмотрим на Якутск без тумана. Тумана нету. Смотрите, да? От машин вот дым-то идет, но не такой он густой, как когда за минус 40. Но все равно, что хотите от машин. Они же на бензиновые все. Бензин, дизель там. Поэтому в любом случае факт сгорания топлива он есть. И выхлоп его, значит, поэтому в любом случае машины, они загаживают, естественно, атмосферу города. О, давайте вот сюда, вот что там за елочка такая интересная, подойдем поближе. Вот тут елочка, какая она интересная. Тут, по-моему, какой-то ресторан находится. Я особо не любитель этих всяких ресторанов. Но вот они сделали вот такую инсталляцию. Да. Вот тут олень. Даже два оленя, да? И вот такие вот елки. Интересно довольно смотрится. Ну и можно здесь, кстати, посмотреть вот отсюда на площадку возле торгового центра. Как мы видим, машин немного. То, что было перед праздниками вообще, был коллапсис, конечно. Они сюда не могли заехать никак. А сейчас вот свободно заезжают. Ну, деньги у людей кончились. Все истратили за праздники, естественно. Поэтому какой смысл ехать без денег? Вот улица Амосова здесь выходит. Вот это здание бывшее Якутзолото. Сейчас здесь дом правительства, насколько я знаю. И вот здесь вот муниципальный, вот как он, МФЦ, да? Мои документы вот здесь. А раньше здесь находился магазин «Детский мир», кто помнит. О, как они там разобраться не могут. Вот дальше идем, гуляем с вами. Машин, конечно, много, потому что конец рабочего дня, сегодня вторник. Интересно, Сургутнефтегаз сменили здесь вот эти вот вывески на другие. Раньше у них тут были
фотографии их предприятий, которые перерабатывают. А сейчас вот такая новогодняя тематика. Да, и что-то как-то скромно они стали. Раньше они здесь, вот на этом месте у них была ледовая фигура, а в этом году и елку даже не, по-моему, убрали, что ли. Или была у них, была у них. Что-то как-то скромно все. В этом году мало инсталляций было. Ну, вот этих ледовых фигур почему-то по городу в меньшем количестве, чем в прошлом году. Ну, может быть, сказалось то, что вот это вот все-таки напряг был с пожарами, да, пандемия вот это вот тоже соответствующие дела делает. Ну вот и мы проходим дальше. Здесь у нас сейчас будет бассейн самородок. Вот здесь вот он, самородок. Вот тут обычно машин много стоит, потому что люди приезжают на машинах на своих, и им тут особо ставить некуда. Вот поэтому они здесь оставляют. Вот под Наташей могут поставить. Мы видим здесь такие вот. Вон, Наташа у него наверху. Видать, он недолго стоит, поэтому не стал разворачивать. А эти, видать, долго. Может, работники какие-то. Поэтому они ставят, закрывают таким вот покрывалом. Ну, дальше идем. Видим пробки. Опять же. Они где-то вот с 5 часов до часов 7, наверное, пробки. 7:30, вот так вот. А потом уже машин, транспорта на улицах становится меньше. Уже свободнее, просторнее. Вот видим, люди, многие идут по домам уже, соответственно, после школы, после учебы, после работы. Насколько я знаю, у школьников занятия в школах, то есть они не сидят онлайн дома, а занимаются, ходят в школы. Поэтому движуха большая. Ну вот этот перекресток улица Короленко тоже такая. Так, тут у нас интересный светофор, есть, надо быстренько его перебежать. Быстренько перебегаем. Люди стоят, ждут перехода, когда им зеленый свет загорится. И вот такая вот у нас красота здесь. Смотрите, как симпатично, да, все. Сейчас мы подойдем там, на елочку посмотрим. Наверное, не убрали они. Так что вы можете прогуляться с нами по зимнему Якутску, который без тумана. Значительно, конечно, красивее все это выглядит. Туман, в общем, сгущает все, делается. Не видно, как в мутной воде все. Представляете, рыбам вы не меняли воду там неделю, да? Что у вас будет? Там мутная вода будет. Вот так же у нас, когда туман, не видать нифига. Ну и вот сейчас здесь, сейчас посмотрим на елочку. Здесь арендное здание. Вот, и у них елка такая. Они, конечно, постарались, сделали красиво. Алмаз написано это вот. И у них здесь, смотрите, как шикарно сделан проход туда. И елочки вот такие симпатичные светятся. Вот еще вам немного новогоднего настроения.
еще крещение у нас будет. Поэтому как бы тоже праздники не совсем что и закончились. Поэтому вот елки, они еще актуальны. А там у них алмаз даже, да, на самом верху. И вот такая елочка симпатичная. А здесь, смотрите, тоже какие красивые елки. Натуральные. Заснеженные все. Шикардос, да? Проходим дальше по улице Орджоникидзе. Здесь остановка. Сейчас в городе из-за того, что улицу проспект Ленина, вернее, делают, да? Там у нас транспортная схема поменялась, поэтому вот большая нагрузка сейчас, вот, в частности, на улице Орджоникидзе. Стало. Ну и так эта улица, в общем-то, довольно загруженная. Когда-то ее делали в одном направлении, по ней транспорт ездил. Но, а сейчас движение транспорта в обоим направлениям. Так, мы можем... ладно. Здесь впереди 16 секунд, тем более мне осталось ждать. Удачно перешли дорогу. Дальше идем. Довольно симпатично, да, смотрится. Такие вот деревья заснеженные, подсвеченные лампами. Довольно симпатично. Так, чувствуется зимушка хорошая, сибирская. Не то, что там где-то пальмы, дожди идут, слякоть. Непонятно что. А у нас так подморозило. Все замерзло, никакой слякоти, ничего. Нифига нету этого. Только мороз, конечно, и все. Здание вот это вот большое такое. Там раньше вывеска Аэрофлот была. А сейчас эмблема вон осталась как бы. Уже я смотрю, у них там гражданская авиация. 95 лет. Ничего у них там. И вот такая здесь небольшая аллейка есть. Тоже симпатичная. Хорошо было бы тут музычку какую-нибудь пустить, но я вот не хочу видео монтировать. Я хочу просто снять его и выложить в интернет. Что монтаж, все это, заливание, переливание, обработка, это все время, соответственно. А время, как у нас известно, деньги. Поэтому время надо беречь и свое, и других людей. Поэтому быстренько хочу снять и выложить. Торты. Тортик кому нужен, вот сюда вот. Раньше вот здесь напротив был тоже магазин тортов. Мы бегали и сюда торты покупали. Сейчас что-то не видно почему-то. Так, ну вот это здание, тут раньше находился у нас, как он называется, где билеты на самолеты продают. Вот это вот учреждение, здесь вот находилась пятиэтажка или четырехэтажка. Такая, на первом этаже там была продажа билетов. Билеты-то только в одном месте продавали. И вот очереди сюда постоянно. Сейчас здесь вот они вот загрохали вот такой вот дом. Написано главное воздушное агентство ГАВС. Ну вот тут вход туда. Так что кому там билеты надо по субсидиям, если их продают, значит, только где-то онлайн не продают их. То есть надо идти вот сюда, допустим, в ГАВС можно пойти, там купить, или в каких-то других сервисах по продаже билета. Но надо лично приходить там с паспортом, с документами какими-то удостоверяющими. И, соответственно, уже там вам этот билет субсидированный продадут.
Вот смотрите, тут у нас, кстати, находится вот этот площадь Орджоникидзе, театр Саха-театр. А здесь вот этот институт арктических, как же он называется, арктический институт. Ну вот у них тут такой орнамент. Я тут, кстати, еще не снимал. Я вижу здесь инсталляция интересная. Вот такая вот. Давайте к ней поближе подойдем. Я надеюсь, памяти у меня хватит. И вот здесь вот елка. А что здесь рядом с елкой? Арктический государственный институт. Вот что здесь находится. Вот такая елка здесь. Это кони, да? Кони, лошадки вот такие вот две. И с этой стороны у нас вот эта вот фигура ледовая, про которую я нифига не знал почему-то. Хотя она тут вот рядом находится. Вот смотрите, какая красота. Но, видать, это вот студенты этого института Арктики сделали его. Вот, смотрите, как оно, да? В национальных костюмах. Я вижу, черон держит, да? И здесь соответствующая надпись. Так, чуть подальше отойти, а то не влазит, да? Вот так вот. Вот такая вот композиция. Давайте еще обойдем ее. Все равно растает, да? Все равно уберут. А сзади здесь тоже какая-то надпись. Здесь республика написано. Вот что. И с этой стороны тоже. То есть она, смотрите, она двусторонняя. 100 лет республика. 100 лет в этом году у нас в 2022 столетие республики. Вот эти 100 лет. И городу тоже Якутску будет юбилейное число. Вот такая вот здесь красота. Арктический государственный институт культуры и искусств. Тут я вижу, песочек подсыпают, да? Вот здесь вот песочек насыпан, чтобы люди не падали. В любом случае падение, это может быть травма. Это опять ничего хорошего нету. Можно просто упасть, а можно упасть и что-нибудь себе сломать. Что бывает. Для людей это проблема, естественно. Так, ну вот эта улица Петра Алексеева у нас. Это перекресток. И сейчас мы вот все-таки пойдем туда, посмотрим, раз уже здесь мы находимся. Вот площадь Орджоникидзе и елка на площади Орджоникидзе, которая здесь ледовые фигуры, фонтан, который закрыт вот такой ажурной композицией. Посмотрим, кстати. О, видим детей, вот они этот памятник облюбовали заднюю сторону его, чтобы кататься. Она как горка у них используется. Ну, видим, даже с портфелями, да. Получается, что школьники. Где-то недалеко 5-я школа находится. Ну и ледовые фигуры. Еще раз вам показать, насколько у меня хватит здесь видео памяти. Такие вот ледовые фигуры. Там отдельном видео у меня есть в хорошем качестве. Все здесь все снятое. Я снимал пару раз. Разворачиваемся. Ну и горочка. Горочка, видим, тут уже детишки. Ну да, потому что садики, школы, в общем-то, родители вышли уже. И вот они здесь катаются. Ну и подходим к елке. Это вторая елка у нас, которая... Ну и все, по сути дела. Вот у меня уже все кончилось, видео. Запись почему-то выключился он. Может, батарейка? Ага. Села уже, как бы замерзла же, да? Замораживается все это дело. Ну и здесь, если сюда пройти, это у нас здесь уже
улица, по-моему, это Дзержинского начинается вот здесь. Это главпочтамт. То есть вот отсюда все километры меряются. Так, небольшую панорамку сделать напоследок. Так, и почему-то у меня не получилось одним видео снять. Почему-то телефон вырубился, короче говоря. Теперь мне придется его монтировать все равно. Ну ладно. Видео не длинное, поэтому монтаж много времени, наверное, не займет. Вот катаются они там, смотрите. Милое дело. В Якутске минус 35. Тепло. О, смотрите, это развозчик еды, доставка на велосипеде в Якутске. Просто можно обалдеть. Просто можно обалдеть. Delivery Club. Вот он слез и переходит, как положено, на велосипеде по переходу.